начинаем серию небольших выпусков по нашей выставке «Солдат с войны домой вернулся. Чувашия 1945 года». 9 мая 1945 года в Чувашии, как и по всей стране, проходили праздничные митинги, посвященные Дню Победы. А уже 23 июня был подписан закон о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии. Демобилизация коснулась 13 старших возрастов. Перед страной стали вопросы по поиску работы, обеспечению демобилизованных жильем и решению других социальных вопросов. Поэтому во всех органах власти, организаций всех уровней остается рабочая комиссия по решению поставленных задач. В качестве примера можно привести Чебоксарскую пристань. На территории пристани было выделено отдельное помещение для встречи демобилизованных, отдельное помещение для их отдыха. Подобная работа проводилась также на судах местного флота. Более того, на территории Чебоксарской пристани был поставлен ларек с продуктовыми товарами от военторга специально для демобилизованных. К пристани была приписана столовая городская для обеспечения горячим питанием возвращающихся в город. Поскольку большая часть демобилизованных вернулась все-таки по железной дороге, то не последнее место на нашей выставке занимают экспонаты, связанные с работой железнодорожников, военные, послевоенные годы, предоставленные на музее станции Канаш. Обращаю на себя внимание летнее железнодорожное платье с характерными пуговицами такими. Также можно видеть на нашей выставке и железнодорожные фонари разного типа, замок системы Мелентьева, предназначенный для контроля железнодорожных стрелок, а также совершенно уникальный экспонат своего рода – это полевой телефон, произведенный в США, если быть более точным, в Нью-Йорке в 1942 году с инструкцией на русском языке и поставляемый в нашу страну в рамках программы Land-Lease. Знаковой для нашей выставки стала живописная работа Петра Владимировича Сизова «Встреча демобилизованных» из коллекции Чувашского национального музея. На картине справа можно отчетливо видеть очертания Чебоксарского железнодорожного вокзала. На рассвете 27 июля 1945 года в Чебоксары прибывает первый поезд с демобилизованными из Берлина. На станцию еще с ночи приходили люди, был организован митинг. К демобилизованным обратились руководство города, в частности, секретарь горкома Семен Матвеевич Песняков, начальник политотдела Чувашского военкомата товарищ Тютиков и многие другие. Демобилизованные выступили с ответным словом, передали боевой привет от товарищей, оставшихся в Берлине, и фронтовики пообещали, что не уронят чести и в мирном труде. Демобилизация из рабочей крестьянской Красной Армии после окончания Великой Отечественной войны растянулась на несколько лет. И таких эшелонов, таких поездов впереди еще было много. Сегодня у нас очень необычный выпуск. Мы постараемся кратко рассказать вам о шелководстве в Чувашии в первой половине 40-х годов. Многие из вас, наверное, удивятся, увидев меня с такими экспонатами. Кто-то даже может подумать, что это экспонаты с какой-то другой выставки, но обо всем по порядку. Как известно, шелковую нить производит гусеница, которая называется шелкопрядом. В природе наиболее распространены два вида шелкопрядов. Это тутовые и дубовые, которые, соответственно, питаются листьями тутовых деревьев или листьями дуба. Через 35-45 дней кормления созревшая гусеница начинает выделять жидкость, которая называется фиброин, которая очень быстро застывает на воздухе и превращается в шелковую нить. Заканчивая период кормления, гусеница завивается в кокон. Период завивки длится от 3 до 5 дней, после чего гусеница превращается в куколку. Коконы размачивают в горячей воде и разматывают шелковую нить. Из килограмма коконов получается от 300 до 400 тысяч метров шелковой нити или 1,5 квадратных метра шелковой ткани. Шелковое волокно обладает хорошими свойствами. Это легкость,
растяжимость, крепость на разрыв, шелковая нить крепче многих технических тканей и даже некоторых металлов. Возвращаясь к нашей выставке, вторая часть ее названия «Чуваши 1945 года». Именно в этом году Совнарком Чувашской ССР совместно с Бюро обкома ВКПБ принимают совместное решение о мероприятиях по восстановлению и дальнейшему развитию дубового шелководства в колхозах Чувашской ССР. Согласно этому решению, работа эта должна быть организована не менее чем в 50 колхозах 10 районов республики. Еще в 1941 году в 55 колхозах Чувашской ССР была организована работа по выкормке дубового шелкопряда. Работа эта продолжалась и в первые военные годы, но она прекратилась в 1943 году в связи с отсутствием так называемой грены. Это яичная кладка бабочек, в данном случае шелкопряда. И работа эта была возобновлена только лишь в 1945 году. Значение производства шелка трудно переоценить. Его используют не только при производстве разных тканей для одежды, например, но и в медицине при накладывании швов, а также в других отраслях народного хозяйства. В дни Великой Отечественной войны один из важнейших показателей перевода хозяйства под военные нужды явилось размещение и пуск в действие эвакуированных предприятий. Самым крупным предприятием, эвакуированным в Чувашскую ССР, был Харьковский электромеханический завод имени товарища Сталина. Строительство завода в Чебоксарах, монтаж оборудования, изготовление инструмента шло круглые сутки, без выходных дней. На базе Харьковского электромеханического завода имени Сталина и цехов и оборудования Ленинградского завода «Электрик» в Чебоксарах был организован Чебоксарский завод специальной электроаппаратуры, также известный как завод номер 654. Смонтирован он был в основном к январю 1942 года. У меня в руках находится реле тока, произведенное в Харькове на электромеханическом заводе имени Сталина в 1941 году, еще до того, как часть цехов этого завода приехала в Чебоксары. А в Чебоксарах на электроаппаратном заводе подобные реле начали производить только после окончания Великой Отечественной войны, поскольку в годы Великой Отечественной войны завод был сфокусирован на производстве военной продукции. А победой для советского народа 1945 год стал для чебоксарских предприятий настоящим испытанием. В столице Чувашской ССР разразился энергетический кризис. Довоенные электросети, построенные в основном в 1926 году, не выдерживали возросших нагрузок. Объем поставляемой электроэнергии увеличился с 500 кВт до 3000 кВт, и этого было недостаточно. Нужно сказать, что на электростанции «Водосвет» в городе Чебоксары из 5 дизелей, которые вырабатывали электроэнергию, работал только один из-за высокого износа, а также отсутствия запчастей. Власти республики предпринимали все меры для устранения энергодефицита в городе. Руководство электроаппаратного завода совместно с республиканскими властями добилось выделения для завода целого энергопоезда мощностью 3000 кВт. Представлял он собой локомотив, который выступал в качестве парогенератора, и нескольких вагонов. Один из них был в качестве турбины, а другой выступал в качестве конденсатора к ней. Поскольку на заводе топливо зачастую отсутствовало, этот энергопоезд простаивал, и на предприятии его прозвали нервопоездом. Лишь после того, как электростанция «Водосвет» получила 2 новых импортных дизеля, они были пущены в работу, после того, как в полную силу заработала Заволжская электростанция, ситуация с электроснабжением в городе Чебоксары стала заметно лучше. Но это произошло только в конце 1946 года.